вечер. Сегодня 25 сентября, 576-й день аннексии Крыма. В эфире «Заман». В Крыму завели уголовные дела на лидеров Меджлиса Мустафу Джемилева и Рифата Чубарова. Об этом заявила прокурор российской администрации Крыма Наталья Поклонская. Мустафу Джемилева обвиняют в незаконном пересечении границы. Рифату Чубарову инкриминируют призывы к изменению территориальной целостности Российской Федерации. По словам Поклонской, эти статьи предусматривают заключение под стражу. Профессиональный уровень Поклонский для всех известен. Весь мир смеется над этим, поэтому ее размышления о том, что даже если нам будет разрешен въезд на территорию собственной родины, в Крым, мы не сможем этого делать, потому что против нас возбуждены уголовные дела, против меня и Мустафага. В общем-то, мы и сами прекрасно об этом знаем, и поэтому понятно, что разрешение всем тем, кого Россия объявила запретными на территории оккупированного ею Крыма, эти разрешения, они должны сопровождаться международными гарантиями. Репрессии на полуострове продолжаются и против евромайдановцев. Прокурор российской администрации Крыма Наталья Поклонская заявила о задержании еще одного, который вскоре должен предстать перед судом в Крыму. Об этом она рассказала российскому агентству РИА Новости. По словам Поклонской, задержанного подозревают в покушении на жизнь сотрудников Беркута. Сейчас он находится под стражей. Имя и фамилию нового подозреваемого не называют. Президент Украины дал указание разработать законопроект об отмене принятого ранее закона о свободной экономической зоне Крым. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины, председатель Меджлиса Рифат Чубаров. По его словам, это переведет гражданскую блокаду Крыма в правовое русло. Кроме того, депутаты также должны принять законы, которые будут касаться энергетической блокады полуострова. Пункт об отмене закона о свободной экономической зоне Крым является одной из целей продуктовой блокады, которую инициировали крымские татары на административной границе с Крымом, которая началась 20 сентября. Вчера встречались с президентом Украины Петром Алексеевичем Порошенко. Дал поручение юристам подготовить проект по его отмене. Мы постараемся сделать так, чтобы он был подан в ближайшее время, чтобы он был включен в повестку дня вне очереди и, соответственно, был обсужден и проголосован как можно быстрее. Сегодня 6-й день гражданской блокады Крыма. Сейчас ни одного грузовика на всех 3 административных границах нет. На подъездах к пропускным пунктам тоже. Активисты по-прежнему пропускают на материк только пустые фуры. В Крым за время блокады не пустили ни одного грузовика. Это пропускной пункт Чангар. Дорога в сторону полуострова открыта. Никто движению не мешает. Водители с грузами уже даже не пытаются проехать в сторону Крыма и обратно. Вот эти 2 фуры вернулись с полуострова пустые. Водители гражданской блокадой недовольны. Жалуются, это сказывается на их бюджете. Да, остался я без зарплаты. Вот так она влияет. Как относитесь к тому, то, что сейчас происходит? Вы знаете, негативно. Потому это бьет по бюджету. Без комментариев. До свидания. Бьет по бюджету вашему, скорее всего, да? А по-вашему нет? Легковые автомобили едут без проблем. Ездят и микроавтобусы, которые перевозят пассажиров в Крым и обратно. Смотрят, наверное, подозрительных лиц. И все. Кто не шумит, того не трогают. А вас? Я законопослушный гражданин. Получается, на границе с Да. Только пешком ходят. Вы-то здесь, люди выходят, берут паспорта, проходят контроль и идут пешком в Крым. Неудобно. Жалко людей. А водители как? Ночуют, здесь ждут. Вот наш маршрут заканчивается в Чангаре. Продолжают работать полевые кухни. На столе лук, картофель, морковь. Все это нарезает Амина, готовит пищу. Помогают соотечественники. Так решили поддержать свой народ. Рассказывает, так называемая «Крымская весна» разделила ее семью. Как только уйдут оккупанты, мы сразу же вернемся назад. У нас там живут все родственники. На материке мы одни. У меня разрывается сердце. Мы здесь, а муж и родители живут в Севастополе. А мы здесь. Наша семья разделилась. Уходить активисты не планируют. Продолжают устанавливать палатки. Это комендант Чангарского майдана Диляверсий Тумеров. Он из Запорожской области. Здесь с начала блокады.
Это первое время были еще недовольства, так называемый бытовой сепаратизм. А сейчас уже они видят, что мы здесь серьезно, надолго. Надо будет и Новый год здесь встретим, ради бога. Мы так будем стоять до победы. Ну, конечная цель, конечно же, Крым вернуть. А это неизбежно. Это как неизбежно, что завтра на заре выйдет солнце. Активистам помогают и волонтеры. Сегодня палаточный городок посетили мариупольцы. Мариуполь приехал поддержать крымских татар в этой акции, потому что мы считаем, что это правильно. Крым – это Украина, нужно как-то перекрывать и возвращать обратно Крым в Украину. Мы очень хотим в Крым. Эльвина Сейдбулаева, Ислам Пинка, Заман, АТР. Активисты, которые ранее критиковали гражданскую блокаду Крыма, теперь ее поддерживают. Говорят, за 6 дней участникам акции удалось обратить внимание украинской власти на те вопросы, которые в течение 1,5 лет игнорировались. Перше, що вдалося, це перше інформаційно підняти рівень питання Криму на вищий рівень. Сьогодні ми вже чуємо меседжі, які фактично є причиною цієї блокади. Так, це закон про вільну економічну зону Крим. Скасування цього законопроекту відбудеться. Я хотів би, щоб ми ще більше об'єднувалися, регулювали цю ситуацію. І щоб до цього проєкту долучалися фактично як суспільство кримське, яке сьогодні в екзилі, так само і вся Україна. Из-за блокады российская администрация Крыма не исключает ограничения вывоза продукции местного производства в Россию для предотвращения повышения цен на полуострове. Об этом заявил первый заместитель нынешнего председателя Крыма Михаил Шеремет на пресс-конференции в Симферополе, сообщают «Новости Крыма». В Симферополе началось строительство соборной мечети Джума-Джами. Капсулу заложили еще 4 года назад. Власти определились с подрядчиком. Святыню будет строить турецкая фирма «Эрбек». По данным властей, на храм планируют потратить 2 миллиарда рублей. Соборную мечеть Симферополя планируют открыть не раньше, чем через 3 года. Детали в сюжете. Территорию будущей соборной мечети за несколько дней расчистили и обнесли забором. На входе проект культового сооружения. Сегодня, во второй день Курбан-Байрама, здесь торжественно стартовали строительные работы. На площадке можно увидеть первых лиц республики, представителей Духовного управления мусульман Крыма, православных деятелей и местных мусульман. Наконец-то происходят события, которых мы так давно ждали. Если начнут с помощью Аллаха, надеюсь, и мы доживем до окончания строительства. Сколько лет идут разговоры по мечети. Слава Аллаху, сегодня этот день настал. Крымским татарам ничего не дается легко. Строить мечеть будет турецкая фирма «Эрбек». Строительство обойдется в 2 миллиарда рублей. Власти рассчитывают, что мечеть возведут за 3 года. Храм расположится на участке площадью 3 гектара. Здание будет окружено 4 минаретами высотой 49 метров каждый. В мечети одновременно смогут молиться 1500 мужчин и 900 женщин. В дни больших праздников возможно задействовать помещение внутреннего двора, где дополнительно могут поместиться порядка 1000 молящихся. Борьба за соборную мечеть Симферополя ведется уже больше 10 лет. Участок по улице Ялтинской был утвержден в 2011 году после долгих судебных разбирательств. Тогда же на месте будущей мечети была заложена капсула. Однако строительство так и не началось. В августе 2015 года в ходе визита в Крым президент России Владимир Путин пообещал взять строительство соборной мечети в Симферополе под свой патронат. Подробнее об истории строительства соборной мечети смотрите в «Крымском репортере» сразу после выпуска «Заман». Украина изменила правила выезда детей из Крыма. Отныне оставлять полуостров несовершеннолетние смогут без согласия одного из родителей. Об этом сообщили украинские правозащитники. Однако касается это только выезда. Чтобы заехать в Крым, обязательно нужно нотариально заверенное разрешение второго родителя. В Крыму изымают российские паспорта с временной пропиской. По информации издания «Коммерсант», чаще всего с проблемой сталкиваются живущие в общежитиях студенты, которые обращаются в ФМС для замены паспорта по достижении 20-летия. Чиновники забирают у них документ, объясняя это тем, что раз у его обладателя нет постоянной регистрации, то получен он незаконно. ФМС Крыма заявили, что год назад гражданство им было предоставлено ошибочно.
Мусульмане продолжают праздновать Курбан-Байрам. В Белогорске для местных жителей и гостей праздника подготовили концерты и праздничные угощения. На празднование собралось около 300 человек. Как это было, расскажут наши корреспонденты. Мусульманский праздник жертвоприношения Курбан-Байрам отметили и в Белогорском парке. Витания Шабанова пришла на его вместе со своей семьей. Ее дочь Адиле исполнила на празднике несколько танцев. Наши дети сегодня очень порадовались, они показали свои таланты. Этот праздник развивает, конечно же, культуру нашу. Спасибо, что дают возможность не забывать наши традиции, наши танцы. Организаторы отметили, особое внимание уделили спортивной части праздника. Провели турнир по теннису и курешу. Если говорить о борьбе, то я не ошибусь, если скажу, что жизнь крымского татарского народа вообще, если разделить на эпохи, это постоянно борьба, борьба, борьба. Куреш, наверное, это символ, когда выходит на ковер самые сильные, естественно, побеждают самые сильные. Наш народ далеко не слабый, он сильный, и мы никогда не будем в проигрыше. Баран достался курешисту Амиту Аблямитову. Он рассказывает, сейчас тренирует молодых борцов. Отмечает, подобные мероприятия помогают приобщить молодое поколение к спорту. Наша федерация крымской борьбы на поясах «Куреш» провести показательные выступления для молодежи, чтобы дети поняли, увидели, почувствовали ковер, все это борьбу. Борьба у нас в крови нашего народа. Вся жизнь наша борьба. В конце праздника всех угощали праздничным пловом. Ильмаз Ибрамова, Эдем Асанов, Заман, АТР. В Алуште стартовал турнир по борьбе на поясах и всероссийский турнир памяти олимпийского чемпиона Шазама Сафина. В нем принимают участие более 50 спортсменов из разных стран. Начало соревнований совпало с Курбан-Байрамом. Начали турнир с дуа. Борец Азиз Эмирсуинов в весовой категории 75 килограммов приехал на соревнования судака. В первом поединке победил соперника за считанные минуты. Тяжело было, да. Атмосфера такая, напряжение, соревнования. Это все давит. И тяжело бывает настроиться. Поединок был тяжелым, потому что соревнования международного уровня. И очень много сильных борцов здесь. Но я старался и победил. А вот спортсмен Эскерхан Асканов приехал из Казахстана. Отмечает, крымские борцы одни из сильнейших. Поединок выдался непростой. Для того, чтобы одержать победу, пришлось применить специально подготовленный прием. Нет, конечно, со всеми сложно. Здесь непростые соревнования. И все ребята по-своему готовятся, у каждого свои приемы. Но если ты свой прием хорошо делаешь, то можно хоть на ком-то. Секрет? Это, наверное, быстрота и специальные упражнения. Это скрутка. Она часто в поясной борьбе применяется. Это, как говорят, коронный прием есть у каждого спортсмена. Это мой коронный. Да. Тренера команд считают, что международные соревнования полезны для борцов. Это конкуренция, да, это конкуренция. Они научатся лучше бороться, будут увидят международные этих борцов с других стран, посоревнуются. Это же рост, очень большой рост для крымских спортсменов. Международный турнир по поясным национальным видам спорта завершится 27 сентября. Победители получат кубки и ценные призы. Ильмаз Ибрамова, Нариман Меджитов, Заман, АТР. На этом пока все. Хорошего вечера. Оставайтесь с нами.